какое у меня может быть отношение как у гражданина Республики Абхазия к тому, что произошло? Резкое, негативное. Не может быть легитимным соглашение, которое нарушает Конституцию. В чем суть нарушения Конституции? К большому моему сожалению, у меня нет сейчас ни заготовленной речи. Я не успел прочитать, у меня нет пока текста соглашения в новой его редакции, но насколько я знаю, те положения, которые являлись возмутительными для государства, которое позиционирует себя независимым, они остались в этом соглашении. Ограничение юрисдикции Республики Абхазия на данной территории. Как так? Республика Абхазия суверенна, ее суверенитет распространяется на всю ее территорию, в том числе на территорию, которая приписывается вот этой вот государственной даче. Что касается территории, 184 гектара, то по соотношению, по пропорции, это равносильно тому, что Россия передала бы другому государству под юрисдикцию территорию размером с Сочинский район, либо размером с Республику Ингушетия. Это соглашение нелегитимно, несмотря на то, что я это повторяю, что с формальной точки зрения у нас есть легитимный парламент, да, легитимно избранный президент, само соглашение нелегитимно, оно противоречит Конституции, а в частности положениям о суверенитете. И по моим ощущениям, вот то, что произошло, это является таким вот пробным шаром. Если у президента есть намерение делиться суверенитетом, в отличие от президента России Путина, который говорит, что за любой суверенитет надо бороться, и он обосновывает финансовый, технологический, и любые продовольственные, и любые иные виды суверенитета. Мы же заявляем о том, что наша идеология, часть нашей, по крайней мере, идеологии сводится к тому, что суверенитетом делиться. Это неправильно, это ненормально. Поэтому, учитывая, что вот мы в 6 утра поделились уже определенной частью суверенитета, да, над частью нашей территории, я думаю, что это теперь спровоцирует новые аппетиты. Значит, вот этот закон об апартаментах, энергетику и прочее. То есть от государственности, по сути, в результате всех этих вот мероприятий, могут остаться флаг, герб и гимн. Все эти атрибуты есть, допустим, у субъектов Российской Федерации. Не обязательно надо быть независимым государством, чтобы иметь флаг, гимн там и прочее. Мне сложно сейчас сказать, спрогнозировать дальнейшие события, но вот я, как гражданин Абхазии, на своем личном уровне легитимность данного соглашения не признаю в силу того, что оно нарушает Конституцию Республики Абхазия, и оно ничтожно с момента его подписания. И меня очень радует, что преимущественная часть людей, которые как бы сгенерировали это протестное движение, являются представителями молодежи. Это вселяет надежду, что наша государственность, наоборот, будет укрепляться, и что мы суверенитет свой будем укреплять, а не делиться им. А соглашение это, с Божьей помощью, я думаю, что мы рано или поздно отменим. У меня все. Спасибо большое за ваше внимание.